Всем доброго дня, доброго здравия. В наше время это самое важное. Вы на канале Дневник Ивенко. С вами Альберт. В общем, ребят, я еду к Эдварду. Он живет в Чурапче. Это с Якутска это получается около 200 километров. Примерный расчет часов времени 4 часа ехать. Мы с Эдвардом познакомились, когда железную руду добывали с ребятами, там, с кузнецами. Он тоже кузнец, вот, живет в Чурапче. Переехал с города в Чурапчу и со своей супругой и детьми они живут там. В общем, построил себе кузницу и позвал к себе в гости и сказал, что мне подарит нож. Нож непростой, как говорится. Вот. Поэтому я решился туда поехать и показать вам, соответственно. Вот и приехал я к Эдварду домой. Сейчас зайду, общаемся. Эдвард, здравствуй. Всем привет. Готовим свинину в кисло-сладком соусе. Надеюсь, это тебе понравится. Сейчас находимся в Чурапчинском улусе. Я вот переехал в эту деревню где-то 2 года назад. До этого жил в Якутске лет 20. А потом решил сюда переехать специально для того, чтобы свою кузню сделать. Научился как сказать, обращаться с железом. Ну, не то, что научился, до сих пор учусь. И у меня вот такая мысль возникла, открыть свою кузню. Мечта такая была. Ну вот, с женой посоветовались, с детьми сразу сюда переехали. Вот он, мечты бывают же разные обычно. Почему именно кузня? Как сказать? Ну, оказывается, есть такая, не знаю, ханонюр, есть такое понятие. Генетика, да, короче. У меня со стороны, с отцовской линии, там, с материнской линии, все мои предки эти кузнецы. Поэтому вот когда я увидел, как вообще делается, куется нож, как работает, люди вообще из железа что-то делают там, с молотом, с наковальней, и я сразу зажегся и как бы, ну, сказал, типа, давай попробую. Потом попробовал и понял, что это мое. Не побоялся такой? Это же тяжелый труд. Ну да. Ну, так скажу. Я же до этого занимался фото-видео. Это очень тоже интересная работа такая, общаешься с очень многими людьми, там творчество какое-никакое, да.
твой продукт ценят и все такое, там гораздо больше денег можно заработать, но конечный продукт, ты не можешь его потрогать. А тут получается вот физика. Я сам сделал своими руками, я могу потрогать. И то, как я сделал, например, что-то, да, какой-нибудь нож или какой-то другой изделие, то это, как сказать, напрямую зависит от того, как я это сделал. Можно проверить на практике. То есть там на излом, как режет и все такое, да. И мне вот это нравится. А ты это не побоялся с города переехать в деревню? Нет. Жена там, во-первых, я тут родился, но вырос в другой деревне, где-то до 11-12 лет там жил, потом сюда переехал, окончил старшие классы, потом сразу туда переехал, в Якутск. Там жил, получается, работал и вернулся к корням, получается, вернулся. Ну все, детство мое осознанно тут прошло, поэтому тут родственников больше. Вот. А супруга? Супруга тоже отсюда. Чуропчинская. Ну, она не против была, да, переехать? Да. Ну, не то чтобы против. Она, конечно же, не хотела. Говорит, ну что это, почему? Что она говорила-то? Это шаг назад, типа, почему возвращаемся в деревню? А сейчас вот спросишь, тебе нравится то, что мы переехали? Говорит, да. Почему я раньше об этом не подумал? Ну и для детей хорошо, потому что рядом с природой детям гораздо лучше. Вот. Ясно. А с кузницей как решили проблему? С кузней? С кузницей? На самом деле очень быстро. Тут деревня же такая, типа все друг друга знают. И, как сказать, гораздо проще. Например, если в городе я начал бы делать, да, там было бы сложно найти какое-то помещение, специально оборудованное, да, от пожаробезопасности и все такое. Даже вот электричество подключить там трехфазное и все такое, это какие-то документы и все. Столько мороки, наверное, было бы. А тут переехал, с сестрой связался, говорит, спрашиваю там, есть какое-нибудь место? Да, проходи, вот, заходи, занимайся. Все. Намного проще, да? Да, гораздо проще. А в кузнице занимаешься только изготовлением ножей, да, или какие-то еще другие? Ну, не только ножи. Ну, в основном ножи, да. 90%, наверное, ножи, самые ходовые. А так, ну, что закажут, то и делаю, можно так сказать. А так, насколько востребовано сейчас? Ножи? Да. Востребовано. Ну, как-то чисто вот ножи делаю и только этим зарабатываю, и так живу. И получается, даже вот на продажу я не могу делать нож. Потому что вот заказ приходит, я что-то делаю, хочу что-то на продажу сделать, но времени нету. То есть заказы не успеваю делать. Вот. Ну, это же хорошо. Да, хорошо. А какие-нибудь такие творческие подходы делаешь к ножам? К ножам? Ну, как сказать, в последнее время начал делать травление. А так, по поводу геометрии, там, какой-то поменять конструктив и все такое, там особо не творчество не включишь, потому что это же, как сказать, ну, чистая физика. Если там подумаешь, какой-то интересной формы, там, творческий нож, он, не знаю, как-то непрактичный же будет. А вот эта геометрия, там, проверенная веками, можно сказать. Ты как-то изучал вот этого, да? Ну да, изучал. Ну, не то чтобы специально изучал, вот когда работаешь с людьми, тебя обучают там другие кузнецы, вот они тебе, как сказать, дают эту мудрость. А вот это вот то, что там руду, там такие вот из местной руды делаешь? Из местной руды, да, делаю, выплавляем, сами достаем руду, выплавляем и делаем. Ну, вот. Занимаешься уже давно, да? Рудой? Да, ну вообще ножами, кузницей. Ну, 3-й год пошел только. 3-й год. Да. Нету такого, то, что, например, где-то отучился, например, теории, да, и ты что-то узнал там. Тут все на практике надо делать. Вот когда что-то делаешь своими руками, вот у любого мастера пойдешь, короче, у него там поучишься, он тебе по-своему будет объяснять. Но ты сразу применяешь это на своей практике и по-своему понимаешь. А когда ты начинаешь, ну, без учителей, без никого работать, да, сам один, и тоже исследуешь там разные формы, пробуешь и все такое,
И тем самым тоже обучаешься. И вот я сейчас, наверное, дошел до уровня, когда начал понимать геометрию вот якутского ножа. Только-только начал понимать геометрию. Вот. А есть какие-нибудь там, какая-нибудь своя внутренняя философия там? Свои какие-то мировоззрения, может, какие-то? Ну да, конечно. Может, какая-то мистика там своя есть? Ну, вообще среди кузнецов есть такое понятие, как ус итале. Это, ну, если перевести на русский, будет как вера, не религия, а именно вера, что ли, кузнецов. Ну, такое течение даже какое-то отдельное, как я понял. Потому что, например, у всех народов есть одна вера, не народов, а у всех якутов, да, одна вера. Типа божества, духи огня и все такое, какие-то свои обряды. И отдельные обряды есть по разным специальностям. Например, у швей есть то же самое. У тех людей, которые занимаются скотоводством, тоже свои обряды. Тоже какая-то своя вера. У вас какие обряды? Ну, у нас тоже бывает, да, есть обряды. Но я на самом деле особо не изучаю. Просто я знаю, что такое есть, но сам особо не вникаю. А есть же, я слышал еще такое про болезнь кузнецов. Болезнь кузнецов? Да, Эдбагра. Ага. Ну, у меня тоже такое было, когда вот только начал изучать, когда только начал учиться, то у меня начали выходить. Ну, кожа трескается на руках и все такое, короче. Ну, врачи сказали, что это аллергия на что-то. Так и не выяснил, короче. Но потом все прошло. А сны какие-нибудь там? Да, вот сны и все такое. Это тоже есть все. Начал вот заниматься кузнечным делом. И у меня руки там на лице, всякие вот эти язвочки начали выходить. А потом все прошло, и сейчас вот они выходят, когда я долго не кую. Например, ну, какую-то паузу делаю, и у меня там руки начинают там, не знаю, как-то чесаться, что ли, из-за этого там что-то тоже начинает трескаться, и все такое наоборот как-то стало. Вот. А ножи какие там виды делаешь ножи? Виды? О, все виды. Начиная от самых маленьких. Бритья, да? Нет, вообще есть такой нож оберег, называется. Сейчас покажу-ка. Вот, например. Вот. Вот, сравни. На самом деле, вот такой маленький нож делать сложнее, чем большой нож делать. Да? Да. А почему? Ну, тут как будто ювелирная работа, что ли. Меньше там. Ну, ты должен, ну, я стараюсь сделать точную копию большого ножа, чтобы пропорции сохранять и все такое. Вот. Так, в принципе, да, в машине носить. Да. Там но это, как сказать, полноценный нож, закаленная сталь. Можно там банки открывать и все такое. А самые большие какие? Ну, самые большие, ну, например, такой есть. Хатахон называется. Хатахон. Да, люди думают, это нож для левшей, потому что болт с этой стороны получается, с левой стороны. На самом деле? На самом деле это, ну, конструкция именно хатахона такая, потому что это рубящий инструмент. Чтобы, когда вот, например, бьешь по дереву, чтобы он зарывалось туда, короче, вот так заходило, да, глубже. А если бы с этой стороны был дол, вот этот дол был бы с этой стороны, то бьешь, то она наоборот отскакивала. Ну, опасно уже было. Да, опасно. Поэтому вот такой формы. Это незаменимая вещь на природе для охотников, наверное, тоже. Заменяет топор, там маленькую пешню, наверное, и нож. Можно. И сколько стоит такой хатахон? 20. Ага. И сталь у него какая там идет? Тут рессорно-пружинная 65 г. 65 г. Ну, самый такой ходовой. Да. Тут заточка где-то градусов 35-40. Ну, затачиваешь тоже как нож, да? Получается. Ну да. Просто угол тупой здесь. Немножко не такой вот супер острый, да, а немножко вот такой бронированный. То есть бьешь, тесты делал. Например, лосиный рог берешь, паш, дубасишь, и тут нормально все. После этого там бумажку режешь.
И люди заказывают, да, такие? Ну да, заказывают. Ну этот, например, вот этот сейчас хочу разыграть, розыгрыш делаю. Там отдельно в группе. Ну, как сказать, с женой, когда вот у нас был цветочно-букетный период, ездили в Китай. Ну, как бы не ездили, я за женой поехал туда, в Китай. Она там училась. И там я попробовал китайскую кухню. Всего такое, как сказать, не то что острая, но специфичная китайская кухня, знает, наверное, да. И вот там их кухня мне очень понравилась. И там вот пробовали губаджоу, в том числе, вот по-китайски губаджоу называется. Свинина острая, кисло-сладком соусе. Ну вот у них там сочетание разных продуктов интересное. Например, кислое и сладкое могут сочетать. Интересно. Так. Ну, кто бы мог понять, чтобы ананас в мясо, да? Ага. Обычно у нас якутская кухня такая же суровая. У нас в чем проще? Да. У нас все на воде. Ага. Здесь находится моя кузня. Это дом называется Утум, дом народного творчества. Здесь швеи есть, люди, которые занимаются конским волосом, ну, разные творческие коллективы. И вот при поддержке местной администрации сельской мне тоже выделили одну комнату. И получается, я там занимаюсь кузнечным делом. Ага, ну, пойдем посмотрим, да? Давай. Это дом Арчи. Моя кузня. Работаем здесь уже 2 года, 2-й год. Ну, в прошлом году открылись, тут была церемония открытия была. Даже этот приходил, глава администрации. И этот. С тех пор и работаем. Тут, получается, мы обучаем людей. То есть почти каждый месяц делаем набор желающих. Люди приходят и говорят там, ну, хочу научиться делать нож. И делают. У кого-то получается, у кого-то не очень. Но за это время человек сколько? Ну, больше 10 человек уже обучились. И там кто-то остался. Вот, например, мой двоюродный брат научился, остался, сейчас работает как мастер. Уже свои ножи делает, там продает. А сейчас есть какие-нибудь примеры ножи, что? Примеры? Ну, вот должен на Новосибирск поехать. Это углеродка. Нужно из хвоста. Ну, это не готово, еще делается. Можно посмотреть? Да, конечно. Это хвост, получается, да? Да, это хвост. Пока еще не обработанный. Да, обрабатывается. Ага. Вот еще делают. А нож такой специальный, такой небольшой заказали, да? Да, это нож для работы по дереву. Быча называется. Он такой с глубоким долом, но он сам по себе очень тонкий здесь. Просто за счет того, что дол очень глубокий, у него тут как ребро жесткости появляется. И этот, ну, он сам по себе такой легкий. Работать по дереву вообще отлично. Можешь показать пример? Как работает по дереву? Вот так работает. Этот новосибирский мой постоянный клиент заказывает. Он по дереву работает. Разные специальные ножи заказывает там. С изгибом, разные специальные эти, для того, чтобы какие-то кубки делать, там чаши, ложки. И сколько стоит такой нож? Вот такой 10 стоит. 10. А там сталь какая, сказал, что у вас? Сталь, тут регулировка идет 65 г. Кап березы, здесь больстер из рога снежного барана, плюс традиционные ножны из хвоста, и подвес будет из конского волоса. Ну, конкретно традиционный якутский нож. Ну, вот. За ним тоже как бы ухаживать тоже надо, да? Да, конечно. Ну вот, традиционные эти ножны из хвоста, они очень красивые, без швов, без ничего, да, но таскать с собой не очень хорошо. Почему? Например, дождь пойдет или сырость какая-нибудь, то этот хвост может немножко обмякнуть, и вот нож застревает в ножнах иногда. Бывает так, что вот после сырости там высыхает, где-то лежит, вот он не может достать.
Вот, из-за этого, вот есть такая неудобная штука. Если это учитывать, то все нормально. Вот. А так я обрабатываю все это. Ну, завтра еще покажу твой нож. Полностью обработанный покажем. Вот еще делаю. Это тоже такой. Это уже под заказ, да, идет? Да, фанаты Нивы заказали. Это получается травление, сталь ШХ-15. В последнее время вот с этой стали работаю. Очень интересная сталь. Вроде бы как и нержавейка, но она не супер нержавейка. Так. У него там 1,5% хрома. Из-за этого он не ржавеет, как вот эти углеродки. То есть сильно не ржавеет. Но в то же время он как углеродка. Здесь очень много углерода, где-то 1%. И режущие качества, как у углеродки, но в то же время не ржавеет. Ну, соответственно, там после того, как намочил, надо... Да. Ну, просто элементарно насухо вытирать и все. Сначала в Якутске обучался. Очень много. У меня обычно спрашивают, у кого там обучался. Если всех перечислять буду, там я же вот сам тоже видеоблоги снимал. Все из этого началось. У тебя же свой канал в YouTube? Да, канал на YouTube есть. Ты нам скажи, как называется? Эдвард Хомус называется. Кому интересно, можете зайти там посмотреть. Я вот ездил специально по кузнецам и снимал их работу. Ну, как вот примерно как ты сейчас делаешь. Приезжал, смотрел, наблюдал за процессом, и меня затянуло прям. И вот договорился с ребятами в Якутске. Александр Данилов, знаете, наверное. Да. Вот с ним договорился и начал у них обучаться. У них там база такая есть, мы называем базой. И там одновременно работает несколько человек. Там 5-6 кузнецов постоянно бывает, еще есть приходящие. И вот у каждого там помаленьку, у кого-то этому обучусь, у кого-то этому обучусь. И таким образом очень много кузнецов, сосредоточено было в одном месте. И как бы опыта набираешься очень И быстро. ты за эти знания платишь ты ему? Или как? Вообще, как это происходит? Вот приходишь туда, я хочу работать, и как бы это начинаешь, да? Ну да, как сказать. Ну, наверное, если ты с улицы придешь и скажешь, я хочу работать, наверное, так не получится. Все равно же там через знакомство, через какое-то общение. Вот я же говорю, сначала приходил, их снимал как видеоблог. Вот с кузнецами знакомился и там показывал себя тоже, получается, да. Я вот классно их снимаю, ролики всякое делаю, и они друг другу начинают рассказывать. Вот, посмотрите, этот человек сделал ролик. И они начинают сами вызывать, например, вот Хатасы ездил к Айгынусу, Татинский улус ездил к Якову Павловичу Данилову. Вот он с сыновьями работает, у них обучался. Вот таким образом. Сейчас уже к тебе приезжаем, Да. Что-то вроде такого. Ну, я бы не сказал, что прям супер сильно обучаю кузнечному ремеслу. Как сказать? Я даю возможность людям познакомиться с ремеслом. А так я не скажу, что я супер-супер крутой кузнец, там все умею. Я сам до сих пор обучаюсь. Поэтому вот так. Ну и, соответственно, твои примеры ножей там в Инстаграме есть, да? В Инстаграме есть, ага. Тоже Эдвард Хомус называется Инстаграм. Можете там зайти посмотреть. Это что? Я так и не знаю, как точно называется вот этот камень, но это мы собирали эти камни в Чурапчинском улусе. Есть местность, называется Мурла, и там есть Таерхая, знаешь, да, такая гора. И под этой горой вот такая руда, короче, есть. Вот сейчас у меня цель такая стоит, да, можно сказать, мечта из этой руды выплавить железо. Ну, я ребятам показывал, тем, кто занимается конкретно выплавкой. Вот намцы ездили в прошлый раз, и там вот эти камни с собой брал, руду. И там ребята посмотрели и сказали, что тут очень много серы, и хорошее железо из него не выйдет, не получится. Ну вот я как-то не знаю. Но с другой стороны, тут очень много железа. То есть содержание железа тут очень большое. Но просто его нужно очистить от серы.
И не знаю, как это сделать, и вот хочу попробовать, ну, как-то технологию, что ли, сделать, чтобы очистить от серы и выплавить. Это получается камни сами по себе Да, вот такие это вот, да? природные камни, как будто живые, короче. Я специально вот самые-самые Ну такие, такие интересные, да? да, собрал. Это похоже на Это органику. без обработки, без ничего, да? Вот как они, Ну, почистил там, помыл и все. А так они этот. ну в природе вот такие Да, вот. в природе вот такие, ага. Интересно. Да? Как будто органика, да, какая-то. Да. Ну вот, разные формы, разные фигуры. Вот думал, каким образом природа так делает. А так, очень интересный камень. Если вот эти камни отжечь, то есть бросить в костер, то они очень сильно взрываются, и там очень такой резкий запах идет серы. Вот. Так что это, думаю, этим летом, наверное, попробую очистить от серы и выплавить. Конечно, всегда все через пробу, через ошибки, да? Да. Все, вот это где куешь, вот здесь вот, понимаю, мастерская по изготовлению рукояти там, получается, да? Да, здесь работа по дереву в основном, а там у меня этот есть, кузня. Ага. Сейчас пойдем посмотрим. Вот, у нас там очень холодно, поэтому приходится устраивать костер, чтобы выходить погреться. Шучу. Ну, этот уголь делаем древесный для того, чтобы ковать. Вот таким образом. Ну, как были старые времена, да? Да. Ну, немножко современный, конечно, наши дедушки, прадедушки, конечно, в земле закапывали, в смысле, врывали огромную яму, туда все скидывали, и там закапывали, и так делали уголь. А мы вот берем бочку, поджигаем дрова, а потом сверху крышкой закрываем, чтобы туда воздух не поступал, и все. Сегодня на улице сколько? Минус 30, наверное. Потеплело. Потеплело, да? Сейчас зовут кузневик. А тут сердце нашей кузни. Ля-ля. Познакомь? Вот двоюродный брат, о котором я рассказывал. С прошлого года пришел, учится сейчас как мастер, уже работает, других людей обучает. Вот Гаврил, ученик, только сегодня пришел, тоже хочет нож сделать. Вот люди приходят, обучаются и на практике все. У нас нету такого, что какая-то методология, сначала это. Люди приходят, смотрят и таким образом учатся. Как Ваня тут работает? Ну, работа идет. Только по-русски, да? Да? Тоже вниз. Потихо идет работа. Все, уже говорят, ты мастером стал. Сколько лет работаешь здесь? В прошлом году у Эдварда там учился. Научил. Вот. Ну, второй год. Второй год уже. Вторую да? зиму. Вторая зима, да? И сколько ночей изготовил? О, О, не даже не знаю. Ну, много. Сейчас? Что за нож? Нож средний. Где-то 11 сантиметров, 12. С кованым долом. И, ну, обычный нож. И стали 65 лет. Ну и как видите, вот с этой стороны тоже есть доступ. То есть можно одновременно и с той, и с этой стороны ковать. Или длинные такие копии, какие-нибудь эти, печню можно, длинные штучки здесь ковать. Вот так. А там газ подается или что? Нет, это древесный уголь, подача воздуха через обычный вентилятор. Подача воздуха снизу идет. И подкидывается древесный уголь. Вот отличие древесного угля от газа, например, от газового горна, отличается тем, что температуру сразу дают моментально почти. Ну вот, поджигаешь, подключаешь поддув и сразу набирает температуру.
Если газовый горн, то подключаешь, ждешь, когда горн нагреется, после этого ты пьешь. Вот здесь, ну, нравится больше древесный уголь. Ну, получается, два человека могут одновременно работать, да? Ага. Там обычно я стою, здесь ученик и повторяет. В данный момент делаю ножны, обрабатываю из хвоста. Если спросить, как вообще делается ножны из хвоста, в чем секрет производства, как сказать? Ну, если пошагово рассказывать, то берется обычный хвост, отрезанный уже свежий, замораживается конкретно, чтобы полностью замерзло. Вот обычно на улице оставляем, у нас там минус 60, очень быстро замерзает. И берется какой-нибудь нож, не супер острый, и очищается сначала шерсть. Полностью очищается. После этого есть специальная установка, где мы отделяем кожу от мяса, получается. Потом берем вот эту кожу, там ничем не обрабатываем. Ну, слышал, что многие там в воде с уксусом там как-то что-то обрабатывают, а мы сразу вот делаем деревянные вставки внутри. Вот внутреннюю деревяшку делаем, форму. И туда насаживаем хвост. И таким образом высыхает. И все. Но некоторые оставляют в воде хвосты для того, чтобы шерсть очистить. Но она там несколько дней лежит и начинает там подгнивать немножко, и запах такой неприятный появляется. Поэтому обычно, если даже нож новый, там в магазине, если понюхать, там немножко гнилью, короче, пахнет. Обычно, но тогда получается, это можно сказать, что человек именно вот таким образом сделал. Но мне вот этот запах просто не нравится, поэтому сразу замораживаю и там очищаю. А так тогда без запаха получается, да? Ну да, такие нужны вообще без запаха, они не гниют, ничего. Просто финишная обработка это обычным кремом для обуви. Покрываю и все, придаю этот блеск. Ну, покажу. Форма ножа. Ну, нож, клинок сам вот такой формы делаю. Не скажу, что это супер традиционная, традиционная форма клинка. Конечно, бывают и такие формы. Но вот я придерживаюсь такой практики, когда вот всю работу вот по клинку пытаюсь делать именно в кузне, на наковальне. То есть кую таким образом, чтобы было меньше слесарной работы. То есть это делается, делают для того, чтобы не точить, не слесарить очень долго. И форма такая получается. Вот у меня дол такой глубокий. Это делается для того, чтобы... несколько же вариантов есть, да? Что такое дол? Зачем дол якутскому ножу? Кто-то говорит, это кровосток, кто-то говорит для того, чтобы... была даже теория такая, что в древности наши предки нашли какую-то кость трубчатую, точили этот кость, и как традиция осталась, да? На самом деле, насколько я понимаю, это тоже моя версия получается. В старину выплавляли руду, и железо же было ценным очень. То есть сам в процессе кования клинка клинок делали очень тонким. Прямо вот эта как пластина, короче, тонкая была. Для того, чтобы экономить железо. А потом, чтобы оно было более устойчивым к нагрузкам боковым, делали дол. И это получается как ребро жесткости. То есть сам клинок такой тонкий, где-то даже 2-3 миллиметра, не 3 миллиметра, 2 миллиметра, где-то так. Если сделать дол такой с одной стороны, то если так посмотреть, то эта ширина увеличивается где-то 4 миллиметра. Вот. И к боковым нагрузкам он более устойчивый получается. И еще дол одно предназначение делается для того, чтобы легче было точить. Это в процессе производства тоже, когда вот сам начинаешь непосредственно заниматься производством ножей, то замечаешь, что такие ножи гораздо легче точить. Точится вот с этой стороны получается. Вот
Если я покажу обычный нож, да, строение обычного ножа, то здесь железо сплошное. Точить такой нож прям без микроподводки, да, это называется, как это называется? Сведение в ноль называется. То есть угол с этой стороны и с этой стороны идет до тех пор, пока вообще этот супер острое лезвие не появляется, да. Вот такой нож точится точно так же. И если я буду точить этот нож, то получается и это железо тоже убираю в центре. Ну, сплошняком получается. Да, сплошняком. А если вот это посмотреть, то я убираю железо только отсюда и отсюда. И это позволяет мне делать вот этот дол. Ну, то есть быстрее точится, да? Да, быстрее точится. Время экономится. Ну, несколько, получается, вот функциональных, как сказать, назначений дола. И ребро жесткости, и точится легче, и красивее, и кровосток. Ну, по поводу кровостока я точно не уверен. Но вот так. Я обычно точу так. Беру наждачную бумагу разной зернистости. Начиная там с 320, где мне, ну вот 600, там 320, вот 320. Беру, вот кладется на какую-нибудь поверхность. Это кожа у меня, да? С этой стороной кладется и вот так. Только в одну сторону, да, получается? Ну да, можно вот так делать, конечно, но я так не люблю. Мне важно, чтобы здесь такое насечки были, чтобы они аккуратные были. Ну, видели, наверное, как японцы тоже свои катаны точат. Они же тоже берут и в одну сторону только делают. У них даже не косо идет, а конкретно вот так прямо. И они, когда вот берут и смотрят, как зашлифован этот меч, то этот тоже замечает вот это, как зашлифовано. Полоски остаются микро. Человеческому глазу вообще незаметно. Ну, просто этот человек, знающий, может только заметить. И, ну, не знаю, мне тоже так нравится так делать. Ну вот 320, потом идет 600, 800, там 1200 и до 2000 я обычно делаю. До 2000, если вот зашлифовать, то ну, практически как зеркало получается. А потом, после того, как, ну вот с этой стороны тоже вот так делаю. Беру и вот так вверх. И здесь получается подвод, микроподвод, ну практически в ноль получается, да. И после этого, когда вот сведение идет в ноль, беру, кладется вот так, немножко градус делается вот так, и микроподвод делаю. И делаю до тех пор, пока здесь не появится этот заусенец. То есть металл до такой степени утончается, что вот так сворачивается трубкой, как будто бы. Появляется заусенец, и тогда с этой стороны делаю, вот так делаю, вот так делаю, вот так делаю. И там как нитка, она вот отделяется, короче, от лезвия. Ну вот этот нож заточенный, получается, так делать не будем. А с этой стороны, получается, вот это тоже сплошняком точится, да? Да. Ну вот, как видите, вот здесь спуск прямой. Обычно же, когда говорят якутский нож, там видели, наверное, там, линзообразный спуск. Если спуск линзообразный, то точится, конечно, ну не точится, а шлифуется тоже своеобразно. То есть, как сказать, ну не могу сказать, могу только на практике показать, да. А вот этот спуск получается прямой и шлифуется точно так же. Вот. Просто беру и вот так делаю. Ну, по поводу линзы, как сказать, линза делается для очень определенных таких задач, насколько я знаю, ну, насколько я понимаю. Обычно линзу делают те, кто строгают, то есть, если нужна какая-то стружка такая хорошая. Просто линза хороша тем, что нож будет не супер агрессивный, то есть не будет зарываться там в дерево или в мясо. А она будет, как сказать, за счет того, что здесь линза есть, нож будет все время стремиться вот туда, на выход.
Вот, если для задач нужны вот именно такие характеристики, тогда можно делать линзу. Обычно там те люди, которые стагают рыбу, по рыбе заказывают, те люди, которые по дереву работают, линзу заказывают. А если нож охотничий, то я не вижу смысла, чтобы здесь была линза. Лучше, чтобы спуск был прямой. Вот. Тогда нож будет более грубым, не грубым, а этим более агрессивным. То есть резать будет такое, взорваться, мясо будет прям. Вот. Значит, точится все вручную, да, все ножи? Ага. А Ну, у меня станки? шлифовка, заточка идет одновременно как бы. То есть шлифую и одновременно сразу точу. И все это вручную. А станки, слесарка, вот у меня такой, этот есть точильный круг. Вот, обычный точильный круг. Берется вот круг из, как это называется, фанера, обычная деревяшка. Туда наклеивается или просто вот друг на друга наклеивается наждачная бумага. Это 19-я. Потом сюда закрепляется и этот. Ну, это получается по грубой работе, да? Да, по грубой работе. Ну, наверное, как сказать? По дереву, да, больше или как? Нет, это для металла. А, Я по металлу тоже вот ножи вот так точу, слесарю. Если спросить, почему не камень, обычно же вот, если видели, наверное, вот на таких камнях и камнях побольше слесарят. Но мне такие камни не нравятся тем, что, как сказать, если долго слесарить, точить, то здесь появляются какие-то ямочки и все такое, да, из-за этого нож, как сказать, не супер идеально прямой получается. А тут, если взять деревяшку, обычную деревяшку, и часто-часто менять вот наждачку, то получается, ну, поверхность идеально ровная. Она, конечно, быстрее изнашивается, но и этот можно менять, ну, проще, сказать, да? не жалея, да, не жалея меняешь каждый раз новый. И таким образом, ну, этот... Камни же, получается, дороже, да, стоят? Нет, не сказал бы дороже. Одинаково, да? Чем Ну, это? практически, да, одинаково. Все, все нужно.